В сегодняшнем сюжете мы расскажем о славном сыне ингушского народа, о разведчике, гвардии-сержанте 30-го гвардейского казачьего кавалерийского кубанского полка 9-й гвардейской краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии Юсупе Кизбековиче Ахильгове. Он воевал на Северокавказском, 4-м украинском и 1-м белорусском фронтах, участвовал в освобождении Польши. Ахильгов Юсуп Кизалбекович, по моему мнению, является одним из самых легендарных личностей нашего народа. Он родился в 1918 году в селении Чернореченское пригородного района Республики Ингушетия. С первых дней войны он был призван пригородным районным военкоматом и принимал активное участие на полях сражений на Северном Кавказе, Украине, особенно отличился под Донецком. Юсуп Ахильгов дослужился до звания старшего сержанта. Его боевой путь описан на наградных листах. Стоит отметить, что он был кавалеристом, и в бою его всегда сопровождал конь по кличке Ангушт. В битве за освобождение части Донецка в сентябре 1943 года Юсуп оказался в центре сражения. Лихо орудуя саблей, отважный командир уложил с десяток солдат и офицеров противника. Несмотря на тяжелое ранение, Ахильгов не покинул поле боя и только почувствовав, что теряет сознание, сполз на землю и свалился возле боевого скакуна. В бою за освобождение Донецка 4 сентября он был ранен, но поле боя не покинул. Он, орудуя саблей и стреляя из винтовки, уничтожил около 20 гитлеровцев, за что был награжден орденом славы 3-й степени. 24 июня 1944 года Юсуп Ахильгов совершил очередной подвиг, за который был удостоен высокой награды ордена Красной Звезды. Была поставлена задача взять другой берег населенного пункта Заозерье, и с этой задачей справился наш земляк. Он несколькими гранатами и автоматным огнем уничтожил дзот, который контролировал движение в этом населенном пункте. В жаркие летние дни 44-го, ведя ожесточенные бои, советские войска неутомимо продвигались на запад. 11 июля полк Гераськина первым прорвался к государственной границе СССР на реке Западный Буг. Оценив обстановку, командир счел необходимым разведать переправу через реку Зельвянка. Для выполнения задания требовался опытный и смелый разведчик. Эту непростую задачу поручили Ахильгову. За свои боевые подвиги Юсуп Ахильгов был удостоен множества наград, среди которых особо нужно отметить ордена славы 2 степеней и орден Красного Знамени. К сожалению, герой не оставил после себя наследников, так как на фронт он попал 22 года, а спустя 4 года его не стало. Несколькими гранатами он уничтожил около 30 гитлеровцев, за что был удостоен ордена славы 2-й степени. Стоит отметить то, что командир полка, герой Советского Союза Гераськин, любил его как сына и всячески доверял ему, всячески оберегал его. Но, к сожалению, он не мог уберечь его от той участи, которая настигла наш народ в 1944 году. Он его всячески укрывал, но, к сожалению, служба собственной безопасности, особисты дошли до него и предложили сдаться, на что он ответил отказом и прыгнул в Вислу, реку, которая протекает в Беларуси и в Польше. Так оборвалась жизнь очень достойного человека, который проливал свою кровь на полях сражений. И хотя Юсуп Ахильгов не дожил до наших дней, не увидел окончания войны и Великой Победы, он навсегда останется в памяти своего народа примера беззаветной преданности Родине.